Здравствуйте. В прямом эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И по традиции начинаем с истории ТССР. В этот день, в 1967 году, в Казани появилась улица Рихарда Зорки. Она названа в честь разведчика и героя Советского Союза. На этой улице установлен его бюст. Это одна из самых длинных улиц Казани. Ее протяженность 4 километра. А 6 мая 2005 года в Парке Победы открыли мемориальный комплекс. Пантеон вокруг Вечного огня в центре, стела Победы высотой 42 метра и боевая техника под открытым небом. В 2016 году в этот день в Свияжске был открыт музей гражданской войны. Там произвели реконструкцию рабочего кабинета Льва Троцкого. Это события прошлого, сейчас о главном на сегодня. Им не время расслабляться. Чем сегодня живут жители Арского и Сабинского районов и что аграриям поручил президент, расскажет Зарина Ахметова. У крупных застройщиков будут выкупать квартиры и решать вопросы в индивидуальном жилье. Дом уже подоспел, надо оформлять, а к нему не подошли коммуникации. Повлияла ли пандемия на планы строителей, расскажет Салават Мухаммадуллин. Экспедиции отменены, но они продолжают искать. Сегодня это самая эффективная работа по розыску пропавших без вести. Как поисковики ищут и находят без вести пропавших солдат даже во время пандемии, расскажет Вероника Гайнудинова. Более 300 татарстанцев в этом году уже стали жертвами клещей. Когда только снег сошел, можно подцепить клеща. Как в республике борются с мелкими переносчиками инфекции, когда уже будет можно без опасений выйти на природу, расскажет Юлия Муратова. Выход из режима ограничений из-за коронавируса в стране пройдет в 3 этапа. Решение будет приниматься индивидуально главами регионов. Об этом сегодня говорили на совещании Владимира Путина с министрами и руководителями субъектов. Что нужно, чтобы полностью отменить ограничения, расскажет Салават Мухаммадуллин. В ряде регионов уже сегодня темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не превышают 3%. Но так не везде, а потому регионы будут снимать ограничения в индивидуальном порядке. Главные критерии – снижение количества новых случаев коронавируса, свободный коечный фонд и показатель охвата тестирования. Все пройдет в 3 этапа. На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе прогулки на улице с членами семьи. Открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. На третьем, заключительном этапе смогут начать работу парки и скверы при соблюдении дистанции. Откроются места торговли и оказания услуг без ограничения площадей, все гостиницы и предприятия общепита. Решения, в том числе по датам, будут приниматься в самих регионах, но в связке с федеральным правительством. Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. В стране начинается постепенный выход из режима ограничений. Насколько он пройдет быстро, зависит от соблюдения действующих мер и всей эпидемиологической ситуации. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Казань. 3-й день подряд Татарстан бьет антирекорды по выявленным случаям коронавируса. За сутки в республике подтверждено еще 102 новых случая. 10 человек госпитализированы, остальные на дому. Практически все случаи контактные, всего 1 завозной. Треть больных из Казани. За день выздоровели 20 человек. Вместе с тем в республике сегодня экспертизой подтвержден 4-й случай смерти от COVID-19. 5 мая скончался житель Челнов. В Татарстане сейчас 1310 пациентов с диагнозом коронавирус. В целом по стране заболевших за сутки стало больше на 10 559 человек. Первый рабочий день, и в Казани новый антирекорд по индексу самоизоляции. Ближе к полудню он составил 1,4 балла. Это значит, что на улице очень много людей. Почти столько же в Челнах, Чистополе и Альметьевске. Самый высокий показатель в Лениногорске. Ситуация была не лучше и в майские праздники. Казалось бы, город должен был опустеть, ведь по данным Минцифры Татарстана за 5 дней они выдали свыше 2 миллионов пропусков. Львиная доля 1,5 миллиона выезд на дачу. Если учесть, что население Татарстана без малого 4 миллиона человек, значит каждый второй куда-то выезжал.
Четвертый пациент, который скончался от коронавируса в Татарстане, Дмитрий Смородинов. Заслуженный врач Татарстана работал заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии в Челнинской горбольнице номер 5. Пациенты называли его народным врачом. Он единственный хирург, который проводил сложнейшие операции взрослым и детям. Коллеги говорят о нем как о высококлассном профессионале. Больше 30 лет своей жизни он отдал медицине. Дмитрия Смородинова госпитализировали 19 апреля с тяжелой формой двусторонней пневмонии. После подключили к аппарату ИВЛ, но 5 мая его жизнь оборвалась. Дмитрию Смородинову был 51 год. Дмитрия Васильевича и в городе, и в Закамском регионе знали как высококлассного специалиста. И, пожалуй, пациенты в трудную ситуацию, когда другие врачи отказывались от оказания помощи, потому что случай был достаточно сложный, всегда искали встречи с ним. Придется каким-то образом теперь продолжать жить без Дмитрия Васильевича, и горько осознавать. С началом майских праздников число госпитализаций с COVID-19 в РКБ увеличилось. Об этом сегодня рассказал врач, руководитель штаба Временного инфекционного госпиталя. Причиной такого скачка специалисты считают несоблюдение режима самоизоляции жителями республики. Раиль Радикович, здравствуйте. Добрый день. Число заболевших в республике неуклонно растет. И вот только за сегодня плюс 102 случая. Как сейчас в вашей больнице организована работа в красной зоне? Пациентов очень много. Почти на 40% увеличилось количество обращений. С началом, где-то с числа со 2 мая уже. Вот это вот весь отдых, скопление на улицах, к сожалению, на дачах. Это все-таки сказывается на нашей работе. В красной зоне у нас работают посменно, по 4 часа. С утра, в обед и вечером дежурная бригада проводит обход. Медсестры постоянно находятся круглосуточно там на смене. Врачи уже по мере необходимости. А когда к вам поступил первый пациент и сейчас его уже выписали? Первый пациент поступил 10 числа, в день открытия нашего госпиталя. Эти пациенты уже выписаны. У нас достаточно большая выписка идет. В день минимум 10 человек выписывается. Но поступлений, конечно, гораздо больше. Поступлений от 30 до 40 в день. Сколько всего пациентов с ковид в вашей больнице? Есть ли те, кто тяжело переносит заболевания? И в среднем сколько длится лечение? В среднем лечение длится начиная от 2 недель до 3 недель. Реанимация, не будем скрывать, она полная. Много пациентов тяжелых. Поэтому именно тяжелых пациентов стало больше с начала майских праздников именно. Очень много на ИВЛ. Раиль Радикович, поделитесь, пожалуйста, а вот что самое сложное сейчас в вашей работе? Самое сложное – это все-таки объяснить пациентам, что это все ради их блага. Сегодня пациент чувствует себя хорошо, а по результатам анализов, томографии, легкие уже, так скажем, сильно забиты. И в любой момент он может потяжелеть. Давно ли вы общались со своими родными? Со своей семьей я уже не виделся. Получается, с 10 числа, почти месяц, только на видеосвязи. Спасибо вам большое за интервью и за вашу работу. Берегите себя. Спасибо. Рустам Минниханов сегодня поручил обеспечить костюмами индивидуальной защиты весь медицинский персонал республики. Организовать эту работу в кратчайшие сроки должны Минздрав и Минпромторг. Эта одежда должна быть сертифицирована, чтобы наши медики были максимально защищены. Их работа всегда сопряжена рисками. Сейчас, в период эпидемии, особенно важно не допустить распространения вируса. На плечах этих людей здоровье и жизни наших татарстанцев, отметил Рустам Минниханов. Те, кто заражен коронавирусом, но не имеет симптомов, все равно является источником распространения инфекции. И чаще всего риску заражения подвержены именно медицинские работники. И как стало известно, сегодня предприятия Татарстана вышли на максимальный объем по пошиву защитных костюмов. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью Первому каналу. По его словам, сейчас по всей стране есть дефицит на одежду для инфекционистов. В конце апреля производили 57 тысяч штук в день. К середине мая планируют увеличить вдвое. Напомним, одно из предприятий по производству нетканых материалов работает в Алабуге. Что касается нетканики, еще 3 предприятий, которые находятся в Татарстане и в Туле, сегодня они вышли уже на максимальный объем работы. Это 100 тонн в сутки.
Использовать для весенне-полевых работ каждый погожий день, призвал Рустам Минниханов аграриев. Сегодня президент Татарстана отправился в Арские и Сабинские районы. Он побывал на полях, пообщался с аграриями, осмотрел новые объекты и узнал, чем живет село в условиях пандемии. Обо всем подробнее Зарина Ахметова. Механизаторы районов в боевой готовности. Полевые работы в Арске идут полным ходом. Уже посеяны яровые, зерновые, однолетние травы и кормосмеси. Активно сеют и соседи. В Сабинском районе работы тоже в разгаре. В целом по республике засеяно практически 40% посевных площадей. Два района вносят свой активный вклад в развитие не только растениеводства, но и животноводства. Классическая музыка, регуляторы микроклимата и вентиляция воздуха. В таких условиях живут коровы в новом роботизированном молочном комплексе. Здесь свыше 450 голов КРС. Процесс доения полностью автоматизирован. Так ежедневно получают более 6 тонн молока. Несколько видов сыра, мед, мясо и удобрения местных производителей. Продукция арских фермеров сейчас пользуется спросом, рассказывают президенту. Здесь же презентация новых туристических проектов. В Арском районе реализуются два проекта туристических. Первый – это резиденция Кишбаба и Карпизы. Это в селе Новый Кырлай. Готовится к открытию в Арском районе новый детский сад. Осталось закончить отделку и обустроить территорию. 1 сентября здесь откроют двери для 40 детей. Президент один из первых прошел по новым кабинетам. Первых воспитанников в этом году примет и детский сад в селе Карсабаш, уже в Сабах. Ремонт здесь завершили. Сейчас 20 кроваток уже ждут малышей. В обновленных помещениях жителей села встретит клуб и школа-интернат для детей-инвалидов. Здесь Рустам Минниханов осмотрел мастерские, столовую, спальные комнаты. После он почтил память солдат, павших в годы войны. К памятникам невернувшимся воинам он возложил цветы и отдал дань уважения их подвигам минуты молчания. Зарина Ахметова, ТНВ, Арский и Сабинский районы. Темпы строительства в республике снижаться не будут. Чтобы не допустить падения, строителей поддержат. Как именно, сегодня рассказал министр Фарид Ханифов. Сегодня 100 дней со дня его назначения на этот пост. Сейчас в Татарстане задача к 2024 году увеличить объемы вводимого жилья в 1,5 раза. Какие коррективы продолжает вносить коронавирус и востребована ли ипотека под 6%? Обо всем по порядку. Салават Мухаммадуллин. Кто-то пилит, другие забивают, третьи кладут. На стройплощадках республики работа кипит. Пандемия не изменила планов. Задача в этом году ввести почти 3 миллиона квадратных метров. Коронавирус и падение цены на нефть, они, конечно бы, очень жестко на нас все отразились, если бы у нас не было той самой подушки безопасности. 48 миллиардов рублей, 50 программ. Ни с чем не сравнимая поддержка. Для крупных застройщиков плюс федеральная поддержка. Во-первых, ключевая ставка Центрального банка 5,5%. Ипотеки подешевели. Поддержать рынок должны и меры госкорпорации Дом РФ. Непроданные квартиры в домах, сданных до июня 2021 года, будут выкупаться. Но в то же время остаются вопросы с индивидуальной стройкой. Иногда сети забегают вперед, а участков нет. Это тоже неправильно потраченные деньги. Или наоборот, дом уже подоспел, надо оформлять, а к нему не подошли коммуникации. Это вот одна из задач, которая перед нами стоит. Отдельное внимание в период пандемии ЖКХ. По сравнению с мартом прошлого года сбор платежей упал на 0,8%. Долями процента пока это все исчисляется, поэтому я бы хотел поблагодарить наших жителей, юрлица, тем, что такая дисциплина держится у нас в республике. Кстати, в ЖКХ сохраняется 100% занятость. Как и строители, никто не ушел и не пополнил ряды безработных. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Казань. Кто обеспечил почти 40% всех инвестиций в экономику республики? Кто слабое звено и почему? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Это новости Татарстана, и смотрите далее. Более 300 татарстанцев в этом году уже стали жертвами клещей. Когда только снег сошел, можно подцепить клеща. Как в республике борются с мелкими переносчиками инфекции, когда уже будет можно без опасений выйти на природу, расскажет Юлия Муратова.
экспедиции отменены, но они продолжают искать. Сегодня это самая эффективная работа по розыску пропавших без вести. Как поисковики ищут и находят без вести пропавших солдат даже во время пандемии, расскажет Вероника Гайнудинова. Май порадует теплом, а лето должно быть жарким и урожайным. По прогнозам Гидрометцентра России, температура и количество осадков в этом месяце в Казани должны быть в пределах нормы. Также ожидается, что лето будет комфортным. Ниже среднего температура опустится только в июне. А вот уходящую весну метеорологи называют необычной. Разница между среднемесячной температурой марта и апреля всего 2 градуса, хотя обычно около 10. Ранняя весна привела к активизации кровососущих насекомых. Более 300 татарстанцев уже обратились к врачам из-за укусов клещей. Специалисты сейчас обрабатывают излюбленные места отдыха. Когда и где не будет риска быть укушенным, расскажет Юлия Муратова. Вот, 2 норки. Крысы, мыши, полевки. Сейчас с наступлением тепла их количество возрастет в разы. Чтобы не допустить взрывного роста численности переносчиков инфекции, озеро Лебяжье сегодня обрабатывают норки грызунов. И все это плотно закрывается землей. Ни в коем случае на земле ничего не остается. Ранняя весна в этом году вывела на охоту и клещей. Сейчас, говорят специалисты, они особо активны. Вот такими генераторами распыляется аэрозоль противоопасных кровопийц. Смертоносно для них облако рассеивается на 13 метров вперед. Такую атаку клещи не выдерживают и не появляются на обработанных территориях до следующего года. По словам специалистов, клещи любят в основном березы, а вот на соснах их нет. Поэтому тщательно здесь обрабатывается прежде всего трава. А вот через 3-5 дней контроль численности клещей проведут энтомологи. И только после их одобрения посидеть на травке можно будет уже без всякого опасения. Торно-санитарные врачи пройдутся по зеленым зонам уже осенью, а летом будут работать по индивидуальным обращениям. На сегодняшний день 43% обработано площадей. Обработка – это хорошо, но и бдительность не помешает, говорят специалисты. Из-за укусов клещей к медикам в этом году обратились уже более 300 татарстанцев. А для тех, кто в группе риска, проводится вакцинация. На 2020 год на вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита запланировано 2692 человека. На ревакцинацию 5442 человека. То есть всего более 8000 человек. Вакцинируются в основном профессиональные группы риска. То есть это люди, которые работают в природных очагах. Эксперты советуют после окончания самоизоляции гулять в лесополосе в закрытой одежде. А при обнаружении присосавшегося клеща немедленно обратиться к врачу. Юлия Муратова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Весна – время начала активной работы также и поисковиков. На данный момент пропавшими без вести на полях сражений Великой Отечественной войны числится 173 тысячи татарстанцев. Но сейчас их привычный режим работы изменила пандемия. Как поисковики продолжают искать и находить, Вероника Гайнудинова. Новгородская, Ленинградская, Волгоградская области. Выезды по Татарстану. Десятки запланированных экспедиций на май отменены. На работу поисковых отрядов пандемия повлияла, но не остановила. Протоколы раскопа, протоколы эксгумации, личные дела на бойцов, найденных в экспедиции, все они собираются на сайте. Поскольку их много, времени обычно на это мало. Но в данный момент, последний месяц, и я думаю, что некоторое время и далее, мы будем больше работать именно на этом сайте, занося старые архивы. Все эти архивы в открытом доступе. Память народа, мемориал Великой Отечественной войны, Центральный архив Минобороны России. Режим самоизоляции, привычный режим работы для Хатиры Марданшиной. Без вести пропавших солдат виртуально она ищет уже 12 лет. И сейчас ежедневно находит 2-3 воинов. Люди, когда ищут своих родных, они набирают Мигранов Шахиддин, вы его ищете. А он у нас, как погибший, убитый был, Мигунков Шайкут. Видите, какие искажения? Вот из-за этих искажений у нас люди до сих пор считаются пропавшими без вести. Искать по таким источникам и архивам сейчас самая эффективная работа, считает и Михаил Черепанов. Клуб воинской славы только за полгода таким образом установил судьбу больше 15 тысяч фронтовиков. Весь март и апрель сейчас сидим в интернете, можно сказать, без перерыва на обед, и находим, конечно же, сотни и тысячи новых имен. Перешел на дистанционку и проект «Судьба солдата». Если раньше, чтобы узнать судьбу фронтовика, нужно было приходить в специальную приемную и писать заявление, то теперь это можно сделать на сайте поискового движения. Нужно заполнить анкету-запрос о розыске и указать все известные данные. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зияддинов, ТНВ, Казань.
Сегодня Татарстан подключился к всероссийскому фотопроекту «75 правил жизни победителей». Он приурочен к 75-летию Победы. В городах размещают фотографии с цитатами ветеранов Великой Отечественной войны. Такие билборды сегодня появились в Нижнекамске. Об идее и реакции нижнекамцев Сергей Хайдаров. Вместо пестрой рекламы – фотографии героев. В Нижнекамске подготовка к 75-летию со Дня Победы идет полным ходом. На баннерах фотографии жителей города, участвовавших в Великой Отечественной войне. Не заметить их горожане просто не могли. Это даже замечательно, что это показывает, что у нас такие люди есть. Это наши же, получается, наши граждане. Вот это я даже довольна этому. Мы теперь хоть знаем их в лицо. Хорошо, то, что мы помним наших ветеранов. Спасибо нашим дедам за победу. Фотографии ветеранов сделали специально для этого проекта. Рядом с ней, где воевал, и даже его цитата. В центре городского внимания участники войны стали благодаря идее Общероссийского народного фронта. И для нас очень важно, чтобы люди, каждый человек помнил о героях, о победителях наших. И самая главная задача – донести до каждого, чтобы история никогда не забывалась и не переписывалась. Это важная и основная цель, который занимается сегодня Общероссийский народный фронт. Всего в республике активисты установят 8 баннеров. Такие же появятся в Челнах и Камских Полянах. Сергей Хайдаров, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ Нижнекамск. В Заинске в преддверии 9 мая установили памятник воину-освободителю. Скульптура заняла место старого памятника на бульваре Победы. Ее высота 6 метров, вес 1 тонна. Изготовлен монумент из полимерного материала, что гарантирует десятки лет без реставрации. Новый памятник станет визитной карточкой города. Это воин, исполненный гордости за свою страну, но готовый дать отпор. В этом году у нового памятника не будет массового шествия и возложения цветов в связи с ограничениями мер из-за пандемии. Уже 11 регионов Приволжского федерального округа приняли участие в масштабном песенном марафоне «Наш День Победы». По инициативе полпреда Игоря Комарова в 14 регионах на родных языках исполняют известную песню «День Победы». Завтра к эстафете подключается Кировская область. Их клип ТНВ покажет завтра в 8:55. Но некоторые детали можем раскрыть прямо сейчас. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. В 14 регионах Приволжского федерального округа проходит масштабная народная акция «Наш День Победы». Флешмоб, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, объединив жителей регионов в единый народный коллектив. Регионы-участники передают друг другу эстафету, исполняя самую знаменитую песню, непременный знаковый атрибут празднования 9 мая – День Победы, композитора Давида Тухманова. Акция инициирована аппаратом полномочного представителя президента в ПФО. Мы собрали лучших артистов нашего города. Это солисты Вятской филармонии, ансамбль «Дивертисмент», руководитель ансамбля народного «Слобода». И также у нас сегодня победитель конкурса «Учитель года» Ирина Беляева участвует. А сегодня здесь собираются те, кто никогда бы вместе на одной концертной площадке не собрались. Сегодня поистине такая народная акция, которую мы поддерживаем. Съемки клипа во всех регионах проходили в конце февраля и в начале марта. До введения режима самоизоляции и распространения режима повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией. Местом съемок в Кирове стал мемориал «Вечный огонь» – место памяти героев войны. Перед началом песни кировчане, как и другие регионы-участники, рассказали о вкладе жителей в Великую Победу. Из Кировской области на фронт ушло почти 600 тысяч человек. Более 250 из них не вернулись домой. Более 200 человек стали героями Советского Союза. Кировская область стала оплотом промышленности, ковавшей победу. В наш регион были эвакуированы сотни предприятий. В кратчайшие сроки они развернули производство и давали фронту тысячи снарядов, танки и знаменитые «Катюши». Мы с удовольствием участвуем в этой акции «Песенная эстафета. День Победы». И это дает такое чувство единения, которое, в общем-то, наверное, России всегда
было присуще, потому что все большие задачи в трудностях или в радостях мы только вместе можем все преодолеть и вместе порадоваться. Вот это чувство какого-то настоящего, что ты, что-то хорошее делаешь, его не так-то просто получить. Его не купишь ни за деньги, не скачаешь в интернете, к сожалению. И участие в подобных мероприятиях, какое-то чувство причастности к этому, ко всему тому, что называется патриотизм, для меня заставляет испытывать вот такие чувства. Ролики кировчан и других участников акции выйдут на телевизионных каналах региона. Также их можно будет посмотреть в социальных сетях по хэштегу «Наш День Победы», «Песни Победы ПФО». На YouTube-каналах услышать радиоверсию. Это станет народным подарком для всех жителей области в год памяти и славы. Итак, клип песни «День Победы» из Кировской области ТНВ покажет завтра в 8:55. А у нас на этом все. Оставаясь дома, будьте в курсе всех событий вместе с нами. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Каждый год миллионы людей шагали в бессмертном полку, отдавая дань памяти тем, кто сражался за Родину. В 2020 году мы не можем это сделать из-за самоизоляции. Но мы помним об их подвиге, несмотря ни на что. Присоединяйтесь к акции «Бессмертный полк», оставаясь дома. Купи квартиру онлайн от Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 47. Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. Карада Лайт от колорадского жука и тли. Действует быстро, работает долго. Карада Лайт. Легкий путь к богатому урожаю. Дорогие зрители, Театр Камала приглашает вас смотреть спектакль на сайте kamalteatr.ru в режиме онлайн. Вас ждут популярные комедии, премьеры последних сезонов. Спектакль Театра Камала укрепляет иммунитет. Проверено с 1906 года. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. О погоде на предстоящие сутки поговорим в ближайшие минуты. В студии София Егорова. Здравствуйте. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2-167-166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево будет пасмурно, без осадков и очень тепло. Плюс 23-25 градусов. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге небо затянет облаками, плюс 24. В Агрызе, Менделеевске и Актаныше ожидается жаркая погода с переменной облачностью, без осадков. Температура сохранится повышенной, плюс 25-26. В Арске, Кукмаре и Балтасе будет пасмурно и тепло. К вечеру велика вероятность осадков. В Болгаре, Буинске пасмурно. В Дрожжином пройдут дожди, днем плюс 21-22 градуса. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше ожидается по-летнему теплая погода. Без осадков. Будет пасмурно и плюс 23. Информация от спонсора выпуска. Квартиры от Акбарсдом. Дом там, где мы. Получи кэшбэк до 5%. Купи квартиру выгодно. Подробности по телефону в Казани 295 47 и на сайте akbars-dom.ru. Купи квартиру онлайн от Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 47. Самые грозные заболевания позвоночника и суставов доктор Ост лечит так, как не умеют нигде. Забыть о боли помогают умные машины, способные заменить протезы и скальпель хирурга. Роботы могут справиться со сколиозами, грыжами, артрозами и невралгиями. Болевой синдром обычно уходит уже в течение первой процедуры. Не терпите боль. Прямо сейчас запишитесь на прием в доктор Ост за полцены.
Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани ожидается облачный день, без осадков. Ночью около 14 тепла, а днем до плюс 22. Ветер южный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Магнитное поле Земли спокойное. Берегите себя и оставайтесь дома. На этом наш выпуск завершен. До свидания.